непосредственно на заводе сейчас как раз вот показан процесс производства. Это микрорайон сектора А, Звездный, то есть 7 домов, которые мы сдали еще в 2022 году. Здесь уже активно заселены граждане и, соответственно, проживают уже в полном объеме. Свободных квартир у нас там нет. Это вот про улично-дорожную сеть, о которой я говорила, то есть вот она переходит уже непосредственно в сектор С второго этапа. Здесь вот пока она в таком варианте, ну в этом году планируется уже в асфальт. Это дома сектора С, первый этап, 10 домов, которые мы сдали. Здесь уже и проживают граждане, и мы планируем еще переселение. Это сектор С, второй этап, 3 дома, которые у нас начали к строительству в прошлом году. Это крытый каток, который тоже был сдан в прошлом году и уже функционирует. Сейчас там находится детская школа номер 10. Мы рады вас приветствовать на пресс-конференции, посвященной проектам Республиканского ипотечного агентства. Сегодня мы расскажем о ходе реализации самых крупных проектов комплексной застройки территорий в городе Якутске. Это микрорайон Звездный и микрорайон Спортивный. А также затронем очень важную для нас тему. Это проект модернизированного домостроительного комбината, о ходе его, соответственно, начала работы и какие планы мы будем выстраивать в последующие годы. И начнем мы с первого нашего проекта, микрорайон Спортивный. Получили финансирование Банк Дом РФ на, скажем так, сублимит на расселение граждан в микрорайоне Спортивный. Микрорайон Спортивный – это у нас территория 2, 4 и 17 кварталов. Ну, скажем так, для понимания, это вот вся вот эта территория, не только 17, у нас там достаточно много кварталов включено. Как я ранее сказала, проекты у нас взаимосвязаны, и в любом случае, реализуя проект микрорайон Спортивный, мы понимаем, что необходим очень большой объем созданного жилого фонда для того, чтобы, скажем так, синхронизировать и циклично переселять граждан. Поэтому для этого у нас сейчас в активной фазе микрорайон Звездный, застройка микрорайона Звездный. И здесь у нас про него вот тоже хочу, скажем так, более подробно рассказать. Данный микрорайон у нас, мы вообще планируем микрорайон застроить в порядка у нас там 265 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время это в активной фазе проект. С 2020 года, как я сказала, он уже реализовывается. И у нас уже сейчас в текущем режиме построен сектор А, это 7 домов, мы их сдали ранее, это 27 тысяч квадратных метров. Там в том числе проживают граждане из аварийного фонда, который мы расселили, ну вот в том числе со спортивного, и, скажем так, и по программе переселения по РАПу тоже люди проживают. Сейчас у нас в прошлом году и в этом, соответственно, мы сдали еще 10 домов в секторе С. Это достаточно большой объем просто квадратных метров для понимания, да? И данный фонд, он тоже у нас сейчас забронирован уже заранее за гражданами, которых мы планируем переселять сами. Люди не будут ждать свои квартиры, они уже спокойно могут в них переехать. Также в секторе С у нас сейчас, как я сказала, продолжается строительство еще 3 домов. Мы начали их в прошлом году и будем продолжать в этом году. И самый главный момент, то, что в этом году мы начнем, скажем так, подготовительные работы, подготовку 6 домов для панельного домостроения. То есть мы пересмотрели проекты, все дома у нас ранее строились в каркас-монолите, то есть, ну, как большинство в городе Якутске. Сейчас все проекты мы пересмотрели на панельное домостроение. На Звездном, помимо домов,
у нас осуществляется строительство и социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Скажем так, у нас строятся параллельно домам, и вводятся они, мы планируем, у нас строительство школы сейчас там ведется активно на 990 мест. Это по объему такая же школа, как Прометей, и школа, которая была введена на Ильинке вот относительно недавно. То есть это в этом же районе. Школа достаточно большая, она у нас вводится в следующем году, и сейчас процент готовности достаточно высокий. Также на этой территории у нас в следующем году ведется строительство и планируется к вводу детский сад на 315 мест. То есть, в принципе, эти объекты, они находятся в шаговой доступности от тех домов, которые мы уже построили. Людям не надо будет, скажем так, утрированно куда-то ехать, чтобы отвезти своих детей в школу или детский сад. Это очень комфортные условия для проживания, и мы стараемся их создать максимально комфортные. Уличная дорожная сеть по первому этапу, она уже введена в эксплуатацию. Это, соответственно, сектор А, про который я сказала. Там сейчас уже дорога в окончательном виде, в асфальтном покрытии, то есть, и, соответственно, запущены все транспортные, скажем так, схемы по автобусам, да. Также, как я сказала, уличная дорожная сеть продолжается к строительству, и в этом году планируется завершение уже сектор С, второй этап полностью в асфальтном покрытии. То есть, соответственно, как я сказала, 10 домов, которые мы ввели, 2 планируем в этом году еще довести, полностью эти дома будут, скажем так, обеспечены нормальными подъездными путями. Да? По благоустройству, безусловно, это уже на нас, скажем так, в нашей зоне ответственности. И здесь мы со своей стороны и озеленение, и, соответственно, благоустройство территории, детские площадки, это все уже в определенной степени выполнено. То есть, в принципе, скажем так, мы создаем микрорайон не только для того, чтобы... В принципе, у нас, например, как я сказала, переехали, скажем так, переселенцы, то есть те, кто из аварийного фонда, в принципе, по программам переезжает. Но это квартиры, которые и продаются в коммерции, и у нас покупают их. И я думаю, что, сами понимаете, как только ведутся объекты социальные, степень, скажем так, участия коммерческих, продаж коммерческих квартир будет намного больше. Безусловно, без сложности реализации проектов мы никуда не уходим, но сейчас уже понимание более-менее есть и у городских властей в части своей, и у республиканских, и, безусловно, очень огромная поддержка идет со стороны, скажем так, республики в этой области. За это им огромное и большое спасибо. Наверное, как все строители столкнулись с проблемами, это кадры на стройке, это проблема прям глобальная, никуда она не исчезает, она только становится, наверное, хуже. И, безусловно, срок строительства домов. В итоге пришли к такому заключению. В рамках поручения главы республики выкупили старый завод ДСК и начали активно его модернизировать. И, соответственно, именно этот проект даст нам возможность реализовать на Звездном и построить дома в более короткий срок. Как Лилия Александровна отметила, масштабность наших проектов, сжатые сроки их реализации и стоящие задачи, они подразумевают внедрение в наши проекты, так скажем, элементов индустриализации, И 28 февраля текущего года мы завершили и запустили в производство в первую очередь проекта по модернизации технологическому перевооружению всем известного нам домостроительного комбината. Теперь мы можем формовать и выпускать 35 тысяч квадратных метров жилья или общественных зданий в год. На 20, мы на этом не останавливаемся, проекты у нас большие. На 26-27 год у нас запланирована реализация и запуска второй очереди завода с увеличением производительной мощности до 75 и 100 тысяч квадратных метров жилья и общественных зданий в год.
Вот. Ну, главная цель модернизации – это же, конечно, снижение стоимости квадратного метра, да, за счет вот внедрения индустриального способа, так скажем, строительства, да. Это когда домокомплект у нас изготавливается в заводских условиях и собирается в короткие сроки на строительной площадке, да. Вот, что существенно сокращает как сами сроки строительства, да, за счет правильной геометрии изделий заводского изготовления снижает затраты на отделку, да, ну а самое главное, за счет скорости строительства увеличивает, так скажем, оборачиваемость капитала, да, то есть если раньше мы из-за сезонных ограничений строили дома в 2 года, да, то здесь мы на примере тех домов, которые мы собрали в Ленске, да, это для нас как бы не новая технология, она пробированная уже, да, то есть 2 таких дома мы собрали в городе Ленск в рамках программы переселения, и мы там увидели вот перспективность данной технологии, да, и как бы их интегрировали в наши инвестиционные проекты, да, то есть за счет короткого срока строительства наши деньги быстрее работают, быстрее приносят, так скажем, свою маржу, да. Ну, а что касается самой непосредственно модернизации, вот первого этапа, что мы сделали, да, там это мы выкупили, как Лилия Александровна обозначила по поручению главы здания, а точнее вот комплекс недвижимости и землю не действующего на тот момент уже домостроительного комбината, да. Вот. Провели там работы по капитальному ремонту, да, реконструкции. Вот. И самое главное, вот, оптимизировали рабочие, так скажем, площади путем установки, так скажем, современного оборудования, да? Причем оно все российского производства, да? То есть и мы можем формовать на сегодняшний день изделия любых размеров и характеристик, да? То есть можем делать как панельные дома в однослойной панели, да, так и каркасные системы, плитоперекрытий многоэтажных жилых домов и общественных зданий, да, то есть архитектурно-конструктивные открытые системы. Вот. Ну, возможности нового оборудования позволяют нам гибко и оперативно менять характеристики требуемых изделий, да, под любой заказ. Однослойные панели. Какие у них эксплуатационные качества по сравнению с двухслойными, трехслойными? Потому что пишут комментарии, что у них хуже эксплуатационные качества и прочность домов. Плюсы однослойной панели, то есть наряду с тем, что они нисколько не хуже по эксплуатационным характеристикам, что подтверждает государственная экспертиза, и те возведенные дома, которые мы уже построили, да, эстетика, да, то есть мы отказались от второй, от третьей, там, скажем, слоев, и у нас вентилируемый фасад, да, то есть если вы снаружи посмотрите монолит-каркасный дом, да, то есть с навесным вентилируемым фасадом, да, и однослойную панель, вот вы, уверяю вас, не сразу разберетесь, да, там, что, то есть весь смысл, он лежит в эстетике, да, ну и, конечно же, в экономических показателях, да, это скорость монтажа, сборки. Да, и, несомненно же, перевозки, да, или мы перевозим 3 панели там завода, или же мы привозим одну панель, отдельно там утеплитель или фасадную систему. Более точно мы можем сказать, когда полностью в действующих реалиях экономики, и конъюнктуры рынка, да, вот построим эти 6 домов и введем их, да, где мы соберем все затраты и произведем оценку. Но на сегодняшний день, по нашим оценкам, затраты, несмотря даже на ту кредитную нагрузку, которая на сегодняшний день присутствует, они значительно ниже вот монолитно-каркасной системы. У нас нету мокрых процессов на площадке. Мы просто привозим панели заводского изготовления и собираем как конструктор. Добрый день, информагентство ТАСС, Юлия Бочкарева. Лилия Александровна, можно тогда все-таки подытожить в этом году, сколько всего домов планируется ввести, где, сколько это будет квартир, какой объем жилья будет квадратных метров, и из них сколько человек получит именно по программе переселения жилья, и сколько из этих квартир будут в коммерческой продаже. И хотелось бы уточнить вообще в целом, какая будет цена квадратного метра.
Значит, в этом году у нас планируется ввести, вот непосредственно прямо именно с вводом, да, это 2 дома в секторе С, второй этап, это у нас так называемый С5, С4, там у нас площадь около 9 тысяч квадратов, там в том числе у нас и коммерция, и наполняемая, скажем так, да, и в том числе и переселяемые граждане с микрорайона спортивные, ну, скажем так, квартиры, которые подходящие там под них. Это что касается этого года. В следующем году у нас планируется к сдаче 21 343 квадратных метра жилья. Это жилой комплекс из 3 домов, так называемый С1, который сейчас уже физически строится, и мы его в следующем году планируем. Это в Каркас-Монолите, ну, скажем так, вот эти 2 дома и еще 3 в следующем. Уже на 27 год у нас пока в текущем режиме планы именно по то, что вот, озвучивали 6 домов в панельном исполнении. Это в общей сложности 33 873 тысячи квадратных метров жилья. Это, скажем так, мы планируем вот это все жилье для того, чтобы максимально заполнить и подготовить жилье для переселяемых граждан с микрорайона спортивный. Тот объем, про который мы уже сказали, то есть это 17 в первую очередь, ну скажем так, этап, да, и в целом все последующие этапы, на которые мы будем привлекать дальнейшее финансирование, так же, как мы привлекли сейчас кредитные средства, с помощью, скажем так, опять же, и бюджета где-то республики, да, в дальнейшем полностью заполнить. Но в любом случае объем жилья у нас будет, безусловно, даже больше, ну, то есть, если мы посчитаем, да, вот, поэтому подразумевается, что наполняемость будет как коммерческая, так и переселение в рамках наших проектов. Также немаловажный момент, да, утвердится программа республиканская, адресная, ну, новый, скажем так, виток ее работы. Вот, и мы готовимся к этому, потому что, скорее всего, в следующем году потребуется жилье и для этой программы. Ведь мы охватываем, ну, мы говорим о своих проектах аварийного жилья, которое у нас находится, да, понятно, что большой объем, но у нас по городу, на самом деле, объем аварийного жилья-то, очевидно, понятно, больше. Вот, а создаваемого не так много, поэтому, в общем-то, мы, скажем так, будем готовы к этому. И самое главное у нас, для нас всех, для руководства республики, для нас, в частности, есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина по, скажем так, полной ликвидации аварийного фонда до 2030 года. Мы все спим с этим поручением, мы живем этим поручением, да, поэтому вот, как говорится, и все сейчас максимально готовим к этому. То есть все вот эти 3 проекта, про которые мы говорили, это взаимосвязанные вещи. Мы вот все это работает на реализацию вот этих моментов. А по большому счету, почему акцентируемся тоже на расселении? Потому что без расселения мы, понятно, мы не можем приступить к освоению такового спортивного, поэтому здесь, безусловно, это вещи взаимосвязаны. По стоимости квадратного метра, Анна Владимировна озвучит сейчас текущую стоимость квадратного метра, вот которая у нас сейчас в текущем режиме, и стоимость квадратного метра, в рамках которой мы осуществляем переселение, ну, то есть вот эти вот производим, скажем так, заключение, соглашение и прочее. Да? Мы, значит, заключаем соглашение на основании, опять же, значит, я обращусь к постановлению 316, где установлено, что при, значит, переселении учитывается стоимость, утвержденная Минстроем Российской Федерации на определенный квартал. Да? То есть на сегодняшний день это 152 тысячи за квадратный метр. Эта цена пересматривается обычно раз в квартал, и не всегда она увеличивается. У нас был в прошлом году случай, когда стоимость в одном квартале была 137 тысяч, там я уже не помню, ну, с какими-то, да, то есть там с цифрами, и сначала 139, а потом стало 137. То есть она как бы квартально
чуть уменьшилась. Но, конечно, общая тенденция такова, что, как правило, жилье никогда не становится ниже стоимостью, да, оно всегда увеличивается. Поэтому на сегодняшний день мы по такой стоимости рассчитываем. Вот, стоимость, которая утверждена республиканской адресной программой, это цена, утвержденная Минстроем нашей республики, поэтому там немножечко другое, мы переселяем по комплексному развитию. Да. Когда речь идет о АРАПе, это программа, по которой производит расселение дирекция жилищного строительства и департамент жилищных отношений. У них как бы цена другая. Она где-то бывает ниже, чем та, которая утверждена Минстроем России. Поэтому для собственников, которые переселяются, им цена, ну, чем она выше, она им, ну, как бы выгоднее получается, но не в части доплаты, я имею в виду, а в части того, что, ну, как бы разница вот это выходит, что стоимость квартиры все-таки у нас, ну, приближена к федеральному уровню. Коммерческая площадь у нас тоже зависит от комнатности. На сегодняшний день у нас как бы приказ издан о том, чтобы все-таки проводить некие акции в связи с юбилеем Победы. То есть у нас есть скидки, вы можете обращаться в наше, соответственно, управление реализацией недвижимости и как бы всю информацию получите по этому поводу. А так стоимость коммерческой реализации у нас по факту она такая же, 152 тысячи, но это касательно жилья, которое у нас малогабаритное. Большие квартиры у нас идут даже с меньшей стоимостью про продажу коммерческую. Или то, что акция есть? У нас действует в связи с юбилеем Победы, она действует на всех, распространяется, если приобретают у нас квартиры именно физические лица. У нас зачастую приобретают их риэлторы для следующей перепродажи, но мы эту акцию распространяем именно на физических лиц. То есть если к нам приходит желающий там физлицо приобрести непосредственно у застройщика, цена будет ниже. По состоянию на 22 мая 2025 года уже в рамках комплексного развития территории жилой застройки микрорайона Спортивный в квартале 2Б заключено 92 соглашения о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение. Из них 72 соглашения в виде предоставления жилого помещения в секторе С микрорайона Спортивный. Количество людей, которые у нас переселятся, это 178 человек. 20 соглашений заключено в денежной форме. Такое денежное возмещение у нас подписали 29 человек на общую сумму 55,93 миллиона рублей. Значит, единственное, что у нас на сегодняшний день еще проблемные вопросы остаются по 3 жилым помещениям, по ним идет судебное разбирательство, но я думаю, что мы вопрос этот все равно закончим, завершим, и граждане все равно получат либо денежное возмещение, либо квартиру уже по решению суда. Значит, на сегодняшний день у нас полностью переселены и снесены многоквартирные дома по адресам Якутская 63/1 и Пионерская 38/1. В процессе сноса сейчас находится у нас дом по Пионерской 40/1 и еще 3 дома по Якутской улице готовятся, уже активно готовятся документы на снос. Это Якутская 59, 61/1 и 63-й дом. То есть по факту мы на сегодняшний день уже фактически приступили ко второму этапу, так называемого, второй этап переселения, где у нас планируется расселить 17 домов. Если нужны будут подробные адреса, я могу их как бы озвучить, конечно, они у нас были в наших источниках, в телеграм-канале мы размещали информацию о них. Значит, ну, хотелось бы немножко на сегодняшний день, мы говорим о том, что, вот Илья Александровна правильно сказала, что работа по изысканию средств, она у нас не останавливается. Сумму средств, которую сейчас нам предоставил банк, ее, естественно, недостаточно будет для того, чтобы расселить весь 17-й квартал, так называемый, да, у нас известный. Поэтому предстоит нам расселить еще более 100 домов в рамках КРТ «Спортивный». Этот проект, он является одним из приоритетных для развития республики, поэтому правительство готовит еще ряд мер по финансированию этого момента, да, то есть по вопросам, связанным с расселением. Ну, я бы хотела, знаете, остановиться, наверное, на некоторых нюансах по вопросам, именно которые возникают по переселению граждан. Потому что очень много вопросов идет, именно связанных с каким образом происходит реализация, какие квартиры предоставляются. Ну, вкратце поясню следующее. Значит, например, если квартира находится в собственности гражданина, и у него это единственное жилое помещение, то в рамках возмещения за изымаемое по соглашению он может получить либо денежную сумму, равную рыночной стоимости той квартиры, которую у него изымают, да, аварийная в данном случае, либо, значит, он может получить квартиру.
тоже сумма выплаты рассчитывается, исходя из, ну, как я уже сказала, из рыночной стоимости оценки этой квартиры. На сегодняшний день, и не только на сегодня, это получается правительством республики разработан ряд мер по поддержке собственников, которые имеют единственное жилое помещение и которые расселяются в рамках именно комплексного развития. Вынесено постановление правительства 316 еще 26 августа 2021 года, и вот 31 мая 2022 года мы, значит, тоже готовили определенную работу, готовили свои предложения по внесению изменений, и в данном случае у нас этим постановлением сейчас закреплены гарантии. Они связаны с тем, что если у гражданина площадь превышает, допустим, помещение, которое он готов заехать, на 5 метров квадратных по сравнению с его старой квартирой, то доплата разницы не производится по этой площади. Также, если мы знаем о том, что сейчас у нас в любом случае ветхое жилье, как правило, имеет очень малые габариты, да, квартиры малогабаритные, и площадь их зачастую бывает менее 20 квадратных метров, что, соответственно, ну, не соответствует на сегодняшний день строительным нормам и правилам. Поэтому данным постановлением закреплено, что если в данном случае гражданин переселяется из малогабаритной квартиры, то, соответственно, он получает площадь без доплаты не менее 28 квадратных метров. Если он площадь хочет больше получить, соответственно, он имеет право, ну, запросить эту площадь и доплатить разницу. Вот. Но данные меры поддержки, как еще раз хотела подчеркнуть, они распространяются на тот случай, если у гражданина одна единственная квартира, значит, и иного жилого помещения, пригодного для проживания, нет. Если же у гражданина есть иная пригодная для проживания жилая площадь, то, соответственно, в данном случае возмещение они получают в виде денег. Но бывают случаи, когда люди хотят у нас приобрести, у нас же у застройщика квартиру, допустим, то, соответственно, они доплачивают разницу между оценочной стоимостью квартиры, которую они высвобождают, ну и, соответственно, доплачивают разницу вот эту вот, которая, значит, стоит уже новое жилье. Вот. Если речь идет в данном случае о муниципальной квартире, когда зачастую у нас граждане не в собственности имеют квартиру, а по договору социального найма, тогда, получается, квартира является муниципальной, и она предоставляется уже муниципалитету в тех же самых квадратах, то есть она предоставляется муниципальному органу, да, в данном случае, если это Якутск, соответственно, окружной администрации. Вот. Ну, в целом, наверное, могу сказать, что еще бывают нюансы такие, что у собственников квартира может быть приобретена уже после признания дома аварийным, там тоже есть свои нюансы, зачастую из-за большинства вот этих моментов у нас возникают судебные споры. А, как правило, все соглашения, которые мы на сегодняшний день заключили, большинство из них, они были заключены, скажем так, без участия суда. Так скажем, за редким исключением у нас происходило все это в судебном порядке. Сергею Васильевичу, вы сказали, что планируется 610 миллионов привлечь. Хотелось бы узнать, из каких, получается, источников планируете привлечь эти средства и в течение какого времени освоить и, возможно, какое-то оборудование закупить. Спасибо. Значит, вот второй этап у нас оборудование оценивается 610 миллионов. Буквально в эти дни у нас должны состояться, в июне встречи с Фондом развития промышленности и Министерством промышленности и торговли, да, на площадке в Иркутске же будет семинар, да? Да, в Иркутске будут определенные проходить сейчас форум, так называемый, да, и, соответственно, мы планируем там поучаствовать. Приглашение от Министерства нашего промышленности мы получили, потому что заинтересованность достаточно серьезная. Как я ранее сказала, республика в рамках всех министерств очень нас поддерживает, поскольку не просто только то, что мы республиканское предприятие 100%, я хочу заметить, но и то, что поручения непосредственно нам идут конкретно от главы республики напрямую, и выполняя эти поручения, все-таки работать в команде это намного проще, быстрее и эффективнее, скажем так. Таким образом мы планируем вовлечь в проект это льготное финансирование, да, и, конечно же, собственные средства, которые нам будут доступны на тот момент, да, все. Как известно, у вас началось строительство жилых домов в микрорайоне Спортивный. Вот жители этих деревянных домов
17-го, там, 2-го, 3-го, 4-го квартала, они переедут все в Звездный, а жилье на микрорайоне Спортивном будет только коммерческое, да? Или же оно тоже будет подразумеваться для расселенцев? Да, мы данный вопрос тоже, скажем так, для себя проработали, да, и смотрите, мы сейчас для граждан предлагаем следующие моменты. У нас есть так называемая, скажем, программа, или как это мы ее так называем, трейд-ин, да, так называем. Значит, что она подразумевает? Да, мы сейчас застраиваем Звездный, у нас сейчас там проекты, там готовые площадки, все это удобно, замечательно, поэтому в любом случае, да, у нас граждане переселяют туда, переедут, скажем так, но граждане, которые желают в последующем все-таки, скажем так, они желают остаться в данном квартале, поскольку они там долго прожили, им там удобно и прочее, да, вот ввиду того, что у нас пока еще там нету построенных объектов, имеет место быть программа трейд-ин, которая подразумевает какой момент? То, что они переезжают на Звездный, квартира, понятно, за ними оформляется, все как бы это в любом случае делается, да? Но мы можем подписывать, и, кстати говоря, мы с пару гражданами подписали такие соглашения, в рамках которых за ними, утрированно, там бронируется квартира в будущем доме на Спортивном, и они в последующем свою квартиру, а это же уже и будет квартира на Звездном, они ее просто оценку делают, соответственно, мы потом ее делаем обмен, и в зависимости, какая будет стоимость квадратного метра там на Спортивном, если есть доплата, будет, или там один в один квартира будет, потому что там-то она уже будет готовая, а здесь она будет как бы в долевом участии. И, в принципе, вот такой, как бы сказать, такой обмен, но одной на другую квартиру у нас подразумевается. И у нас, я говорю, как несколько, в принципе, граждан подписали такие соглашения, которые, в себя в будущем видят там на данном квартале дальнейшее проживание. Олег Желнин, точка взаимодействия. Меня интересует, насколько другие ведомства, как вы говорите, что президент сказал, мы все это слышим, но на деле, когда подходишь к этому, чиновник стоит, я могу яркий пример Звездного привести, это не мое, это вы должны делать. И вот этот вопрос, насколько он мешает вашей работе и насколько сейчас, как вы сказали, появилось понимание. Да, действительно, я могу четко и понятно вам ответить на вопрос, что действительно, как я сказала, например, Звездный 2020 года реализуется, то есть это уже 5 лет, да, можно сказать, в активной фазе 3 года, именно стройка физически. И действительно, конечно, мы на первоначальном этапе даже, можно сказать, не только даже не строительство, там проектирование первоначальном, да, то есть, конечно, столкнулись с тем, что не все, может быть, у всех было понимание, что такое комплексная застройка, как к этому подойти, с какой стороны на это посмотреть и кто, скажем так, в какой своей зоне ответственности должен что-то делать, да, но честно говоря, пройдя уже определенный путь и построив уже определенное количество домов, и не только домов, а уже на самом деле все-таки инфраструктура имеет место быть, и к катку, кстати говоря, ездит автобус, хочу заметить. На самом деле сейчас все-таки понимание намного больше, это первый момент. Второй момент, все-таки глава, и, как я сказала, он очень следит за нашими проектами, и не только поручения там утрированно, да, скажем, в рамках своих полномочий там раздает, но мы в прошлом году был организован проектный офис на уровне главы, понятно, что с активным нашим участием, но с привлечением конкретно ответственных лиц, из разряда, что не просто мы обо всем и ни о чем, а именно конкретных лиц. И практика показала, что по прошлому году все-таки этот офис работал, и сейчас и реакция, и, скажем так, участие, оно более активное. И, кстати говоря, хочу сказать, что на Спортивном, как вы говорите, мультипликативный эффект, он распространился в качестве, в том числе и этого момента, потому что сейчас, работая по подготовке договоров технического присоединения со всеми ресурсоснабжающими организациями, они как раз-таки активно включились в работу, поскольку они понимают, что будет точно такой же процесс, как и на Звездном. То есть в любом случае там будет тоже создан проектный офис. Мы его, кстати говоря, уже создаем, то есть уже ответственных определили.
И этот процесс уже не остановить, он будет идти, и он будет идти именно вот в той, ну, скажем так, матрице, да, вот, которую мы уже ее задали. Конечно, это было изначально сложно, никто не говорит, что это было легко. И через тернии к звездному, да, наверное, правильно и сказать. Вот, поэтому на самом деле вот сейчас мы уже... Сейчас тоже, конечно, сталкиваемся с проблемами, но они уже, знаете, они как бы понятны. Они понятны, просто это уже там рабочие моменты. А вот сама структура, она уже имеет место быть. И, как вы сказали, нам уже намного проще. Вот это не лукавлю, действительно так и есть. Специалистам моим, там, да, утренно по своим областям проще общаться, находить общие там какие-то темы. Поэтому, ну, работы на самом деле очень много, и, безусловно, она будет иметь место быть, и не только с ресурсоснабжающими организациями. Город на самом деле активно вообще к этой территории подключился, хочу сказать, потому что они начали там утрированно свое строительство по маневренному фонду, и тут уже не только мы, как говорится, да, подключились к застройке 17-го квартала, поэтому, я думаю, уже этот процесс не остановить, так что будем двигаться.